Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лина Насырова. И вначале коротко о главном. Бесконечно любимые и многогранные. В этот праздник мужчины спешат сказать вам, дорогие женщины, мамы, жены, бабушки, дочери, сестры, подруги, коллеги, соратницы, как сильно мы вами дорожим. В честь 8 марта расскажем о женщинах, которые своим примером доказывают, для них нет ничего невозможного. Никогда не унывайте, всегда будьте на позитиве. Даже у вас, если ничего не получается, обязательно получится. Не сегодня, так завтра. Смертельно опасная работа. Нужно быть аккуратным, внимательным. Это самое главное, смотреть под ноги. Как башкирские саперы помогают войскам продвигать линию фронта вперед? Опасность не только под ногами, но и с воздуха. За небом смотрим! С риском для жизни теперь и отдых. Вчера у нас здесь была ракетная атака. Был подорван нефтяной резервуар, который горит вот уже вторые сутки. Всю эту неделю башкирские туристы пытались выжить на курортах Ближнего Востока. Чем помочь застрявшим отдыхающим и что делать тем, кто уже купил путевки. Ситуационный центр работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Специалисты принимают звонки от наших соотечественников, которые не могут вернуться на родину. Ради Хабиров поздравил всех женщин Башкортостана с 8 марта. Самыми теплыми словами он обратился к мамам, женам, дочерям, сестрам и бабушкам. По его словам, этот праздник – хороший повод напомнить героиням дня, что они прекрасны. Он пожелал всем удачи и, конечно, счастья. Традиционно в честь Международного женского дня глава региона провел торжественное собрание, на котором вручил государственные награды жительницам Башкортостана. Среди награжденных многодетные мамы, общественницы и представители разных профессий. Все они своим трудом, талантом и активной жизненной позицией вносят вклад в развитие республики. В этот праздник мужчины спешат сказать вам, как сильно мы вами дорожим. Говорят, что время расставляет свои акценты и меняет буквально все. Технологии, устои, ритм жизни и даже привычки. Но есть то, что было, есть и будет незыблемым, как сама жизнь. Это ваша, дорогие наши женщины, самая высокая миссия на земле. Ваша роль в рождении и воспитании детей. Ваше место в нашем сердце. И наш следующий репортаж о женщинах, которые каждый день доказывают: возраст, профессия и обстоятельства не главное. Главное – характер. Каждая героиня стала примером того, что невозможное возможно. Обо всем подробнее в материале Артура Шамсуддинова. Босс обещал мне, если это видео наберет 1 000 000 просмотров, то он мне покупает путевку в Дубай. Но я-то хотела в Таиланд. Ну ладно, тоже пойдет. Что теперь делать-то? В свои 60 с небольшим она уже не боится ставить перед собой амбициозные задачи. И, кажется, нет сомнений, что она добьется результата. Розу Дмитриеву интернет-аудитория больше знает как Розочку Рашитовну. 4 года назад она впервые задумалась, а почему бы не попробовать что-то новое, и начала вести блог о тюлях и занавесках, которые сама же и шьет. Сыну говорю, у меня сын Рома Жук. Я говорю, Ром, а что, говорю, вот вы ведете блог, а я что, говорю, я тоже ведь хочу, говорю, что-нибудь интересное снимать. Он говорит, мам, ты что? Это надо каждую секунду снимать, у тебя времени нету. Я говорю, ага, я говорю, найду для этого время. А он говорит, ну ладно, а у меня кнопочный телефон был, он мне говорит, мам, давай другой телефон. Я говорю, да не надо, мне пойдет. А потом, ну если ты будешь снимать, не пойдет, он мне подарил новый iPhone. Сын Розочки Рашитовны тоже блогер, который известен в соцсетях своими юмористическими роликами. Женщина и сама принимает участие в совместных скетчах, не боясь экспериментов. Никогда не унывайте, всегда будьте на позитиве. Даже у вас, если ничего не получается, обязательно получится. Не сегодня, так завтра. Кого отправила? 2-ю, 8-ю? 2-ю, 8-ю. 4-ю. Лестницу тоже добавил. Я 4-ю беру. Марина, 2 проедем?
В диспетчерской МЧС тихо не бывает никогда. Сюда стекаются вызовы о пожарах со всей Уфы. Командует этим сложным механизмом капитан с 16-летним стажем Ольга Прокофьева. В ее подчинении 25 человек. Каждый звонок – это чья-то беда. Нужно мгновенно оценить ситуацию, отправить нужные силы и при этом успокоить человека на том конце провода. Ответственность колоссальная. Веселого мало. Здесь веселых звонков не бывает. Но это есть, наверное, то удовольствие, ради чего мы сюда приходим. То есть, говорят, человек должен на работу ходить с удовольствием. И если у нас в течение суток мы кого-то спасли с своими пожарными ребятками, которые выезжают к месту пожара, мы счастливы. Она пошла по стопам отца, пожарного, и ни разу не пожалела. Иногда, говорит, хочется не только сидеть в диспетчерской, но и самой почувствовать, что происходит на выезде. Поэтому участвует в учениях в одном ряду с огнеборцами. Работа не изменилась абсолютно ни насколько. Все ровно так же. Звонков еще больше, потому что города растут, дома в высоту растут. Изменились мы. Где-то стали хладнокровнее к всему относиться, где-то, наверное, сентиментальнее стали мы. А так, в целом, все так же. Грани между мужскими и женскими профессиями уже давно начали стираться. Анастасия Михайлова по образованию учитель начальных классов, а вот по должности старший оператор взвода беспилотных систем. Подписала контракт, когда поняла, не может оставаться в стороне. Ее задача – разведка и корректировка. Небо, дроны и приказы, и ни капли сожаления о сделанном выборе. Вокруг были очень надежные люди. Я 3 года служу уже в одном и том же подразделении. Никогда не переходила никуда. И с ребятами уже как одна семья. Мы уже и детей крестим, и дружим с семьями. Очень дружно у нас подразделение. Поэтому изо дня в день это, наверное, и помогает держаться. Не бывает женских профессий и в спорте, доказывает своим примером Мария Карабанова. Она первый тренер женщины по боксу, которая работает с мужчинами, готовит сборную Башкортостана. Ринг – место, где не прощают слабости, и здесь она чувствует себя как дома. Сегодня работаем 10 раундов, на снарядах. Стойко держать удары судьбы им помогает характер. Всех объединяет то, что они не боятся быть собой и пробовать новое. И самое главное – не боятся брать на себя ответственность за семью, подчиненных и страну. Артур Шамсудинов и Булат Садриев. Итоги недели. Федеральный центр продолжит оказывать поддержку промышленного сектора Башкортостана через инструменты, хорошо известные в регионе. Об этом во время встречи с главой республики заявил Денис Мантуров. Первый заместитель председателя правительства России побывал в Уфе с рабочим визитом. Вице-премьер и Ради Хабиров посетили ряд ведущих инновационных предприятий региона и обсудили перспективы развития отрасли. Все подробности в репортаже Руслана Батыргариева. ОДК УМПО – одно из важнейших для российской оборонки предприятий. Первому заместителю председателя правительства рассказали о возможностях крупнейшего в стране разработчика и производителя авиационных турбореактивных двигателей. ПД-8 готово до 25, до 30 делать, по ПД-14 до 25. Здесь выпускают более трети деталей и узлов новейшего двигателя ПД-14 для лайнера МС-21, серийных и перспективных вертолетных агрегатов, а также индустриальных для газотранспортной отрасли. Денису Мантурову показали не только цеха, но и производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех», где готовят специалистов востребованных рабочих профессий для двигателестроения. Вот такой формат сейчас проходит испытание в Щербинке. Для Уфимского трансформаторного завода приезд Дениса Мантурова – это возможность рассказать о себе на федеральном уровне и подтвердить готовность выпускать еще больше оборудования для нужд страны. Здесь производят силовые трансформаторы классом напряжения до 500 киловольт, но планы амбициознее. Мы в прошлом году освоили новую номенклатуру 330-500 киловольт. В этом году мы продолжаем освоение новой номенклатуры. Мы проводим модернизацию нашего производства испытательной станции и будем готовы к концу 4-го квартала выпускать силовые трансформаторы до 750 киловольт и силовые реакторы также до 750 киловольт. Вопрос с импортозамещением здесь практически решен. Теперь задача сократить себестоимость выпуска трансформаторов без потери качества продукции. Денис Мантуров и Ради Хабиров осмотрели основные технологические участки, пообщались с работниками предприятия, поинтересовались условиями труда. На базе Уфимского трансформаторного завода развернулась выставка достижений промышленности республики. Здесь и производители оборудования для нефтяной промышленности, и предприятия, выпускающие компоненты для беспилотной авиации. Также на экспозиции представлен станкостроительный кластер.
Своими научными достижениями и наработками с первым заместителем председателя правительства страны поделились 9 компаний. Денису Мантурову, в частности, представили проект по созданию перспективного двигателя для беспилотной транспортной системы внеаэродромного базирования. Его планируют реализовать в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Здесь же на выставке продемонстрировали поршневые двигатели для дронов исключительно из отечественных комплектующих. Литье отечественное, все отечественное, даже кованые поршни, шатуны и поршневые кольца, все производится в России. Руководитель научно-производственного предприятия «Полигон» Тагир Якубов рассказал о производстве высокотехнологичного радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования для нужд операторов связи. Здесь представлено оборудование, которое необходимо для реализации высокоскоростной системы передачи в центрах обработки данных. Также представлены коммутаторы серии НЗР, которые необходимы для организации автоматизированных систем управления технологическими процессами. Все представленные разработки Денис Мантуров назвал перспективными для страны. Более детально о развитии отрасли в Башкортостане говорили уже во время протокольной встречи с главой региона. Рассчитываю на то, что те задачи, те вопросы, которые сегодня мы обсуждали непосредственно с руководителями предприятий, под вашим чутким контролем, и вы всегда к этому относитесь очень внимательно, к развитию предприятий, будут все направления реализованы. Благодаря системной поддержке правительства России промышленность Башкортостана устойчиво развивается, отметил Ради Хабиров. И республика с таким вниманием от федеральных властей уверенно смотрит в будущее. Спасибо большое. Спасибо, во-первых, за визит. Мы постарались показать вам основные направления промышленной политики нашей республики. Вот в довершение к тому, еще дополнение по национальному проекту хочу сказать и хотел вам сегодня еще доложить. Мы активно занимаемся тем направлением, где химия и новые материалы, потому что у нас, в общем-то, в структуре промышленности нефтехимия занимает особое место. Поэтому я хотел тоже вам представить ряд проектов и попросить помощи. Это также одно из перспективных направлений, которое позволит еще больше укрепить технологический суверенитет России. Эксперты не сомневаются, что Башкортостан справится с очередной государственной задачей, учитывая, что республика демонстрирует высокую динамику в области развития промышленности, лидирует по количеству индустриальных и технопарков. Всему этому способствуют созданные в республике специальные институты, специальные инструменты. Например, это особая экономическая зона Алга, это несколько территорий опережающего социально-экономического развития, технопарки и так далее. Не зря мы удостоились приезда высокого должностного лица. Надеюсь, это даст новый импульс развития экономики нашей республики. Как не раз отмечал сам Ради Хабиров, именно крепкая экономика – залог развития всех остальных сфер жизни, в том числе поддержки участников СВО. Денис Мантуров поблагодарил главу региона за помощь, которую Башкортостан оказывает воинам на передовой. Первый вице-премьер правительства страны принял участие в отправке очередной гуманитарной колонны, уже 174-й по счету, которая доставит все самое необходимое для солдат в зону проведения специальной военной операции. Руслан Тригареев, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов и Ринат Акбашев. Итоги недели. Их работа ювелирная и смертельно опасная. Каждый день саперы мотострелкового полка «Башкортостан» выходят на задание, чтобы разминировать дороги для основных сил подразделения. Во время работы специалистов прикрывает антидроновая группа, так как небо буквально кишит вражескими беспилотниками. В этом убедился наш военный корреспондент Азат Садриев. Репортаж с краснолиманского направления. Тут не знающий человек, его даже не раздел. Самостоятельно надеть защитный костюм сапера практически невозможно. Вес экипировки 60 килограммов, поэтому без посторонней помощи не обойтись, говорит боец с позывным «Тигр». Он один из самых опытных саперов мотострелкового полка «Башкортостан». За плечами сотни успешных боевых заданий. У саперов какие вот качества они больше всего важны? Самое главное – это бдительность. Без права на ошибку, так как говорится. А так, самое главное, что самое сложное? Не спешить в этом деле. Нужно быть аккуратным, внимательным. Это самое главное, смотреть под ноги. Разминирование, инженерная разведка, расчистка заграждений и не разорвавшихся бомб по пути движения военных колонн и штурмовиков. От грамотной работы саперов на передовой зависит успех остальных подразделений полка. Обезвреживать приходится самые разные виды мин и снарядов. Противник придумывает всегда все самое новое, что-нибудь, какие-нибудь новые мины, сбросы.
все работают по-разному. Самое сложное — это магнитное воздействие, которое используется датчиками движения и так далее. То есть с этим нужно работать каждый раз, приучаться себя к новому. До передовой линии всего 1,5 километра, поэтому дрон-детекторы почти не замолкают. В небе кружат беспилотники противника. Один из них упал на дорогу после обрыва оптоволоконного кабеля управления, зацепившегося за ветки деревьев. Тигр-буддист, да. Да, принял. Подготовить заряд, уничтожить на месте. Буддист принял. Саперы принимают решение подорвать камикадзе на месте при помощи накладного заряда. Лучше, наверное, спрятаться всем. Сейчас саперы уже готовы к подрыву обнаруженного снаряда, обнаруженного FPV-дрона. Нас попросили отойти на безопасное расстояние и спрятаться за укрытием. Поиск и разминирование дороги продолжается. Саперы уже уничтожили одну вражескую птичку. Сейчас ищут другие боеприпасы, которые могут лежать на этой дороге. Долго искать не пришлось. Через несколько минут «Тигр» обнаружил еще один неразорвавшийся снаряд. Пока антидроновая группа следит за небом, сапер готовится к очередному подрыву боеприпаса. Готовый заряд. Будем уничтожать на месте. Певец, что там сейчас обнаружили впереди? Обнаружили морковку, сброс. По готовности, на дороге. Юнда, получается, обнаружили, где обычно проезжает. Это с птички сбросили, да? Это сброс со птички, не да. разорвался. Да, не разорвался. Кому-то, так скажем, очень хорошо повезло. Проскочил. Проскочил. Продолжать разминирование дальше становится опасно. Антидроновые группы на соседних позициях начинают отражать очередную атаку беспилотников противника. За небом смотрим! Сейчас наши военнослужащие отражают атаку с неба. Слышно, как работают зенитные установки. Возвращаемся на исходную позицию и пережидаем налеты дронов «Камикадзе». Тем временем саперы готовятся к новому заданию. Настроение у бойцов бодрое. Во время небольшой передышки военнослужащие передают приветы своим родным. Постоянно, всегда со мной находится вот моя чебурашка. Практически с первых дней. Супруга с дочкой мне вот дали мне ее, сказали, всегда, чтобы она была со мной. Вот она всегда со мной. Всегда они напоминают мне о своей любимой и о детях. Шаңа күрә мөгиттер бюротам, сагындым мөгиттер. Алла берса, бу сугышларны бетереп, койтып күрешергә тизрәк. Азат Садреев, Айнур Кабиров, Иван Шабрин. Итоги недели. Краснолиманское направление. Луганская Народная Республика. Почти 900 жителей Башкортостана оказались в странах Ближнего Востока, не имея возможности вылететь на родину. Из-за начавшейся войны между Ираном, США и Израилем небо над территорией государств Персидского залива закрыли. Чтобы помочь гражданам выехать, продлить проживание, предоставить ночлег и связаться с турфирмой, в республике на базе ситуационного центра организовали горячую линию. Постепенно люди возвращаются из дальнего зарубежья с помощью авиарейсов в другие российские города. Что говорят путешественники и представители туротрасли, расскажет Даниил Байков. Это кадры взрыва ракеты, упавшие прямо на людей. Случай произошел в Катаре. Другой летящий снаряд сдетонировал неподалеку от отеля в Раслихайме в Арабских Эмиратах. В зоне риска российские туристы, в том числе из Башкортостана. Те, у кого закончился отдых, не могут вернуться на родину. 23 числа мы вылетели из Уфы с пересадкой в Шардже, это Арабские Эмираты, и прилетели в Малайзию, сюда, на остров Лангкави. Соответственно, когда стало понятно, что таким же путем мы домой не вернемся, начали искать какие-то другие варианты, как это точно так же начали делать и наши соотечественники. Единственный нормальный, адекватный вариант вернуться из Малайзии домой – это через Пекин, через Иркутск и вот таким вот образом обратно. Собственно, так мы и сделали. Как только мы поняли, что рейс отменен, мы сразу же купили билеты, и буквально сегодня цена на них уже выросла там на 10-15 тысяч. В общем, сделали мы это вовремя.
Журналист Светлана Арсланова находится в Фуджейре с 27 февраля. Ей все же удалось решить вопрос с проживанием. Женщину оставили в той же гостинице, правда, рядом было неспокойно. Все это безоплатно, также включено трехразовое питание. Независимо от того, что ранее у меня отель был забронирован только на завтраках. И вот я хочу показать, что вчера у нас здесь была ракетная атака. Был подорван нефтяной резервуар, который горит вот уже вторые сутки. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке глава Башкортостана поручил организовать поддержку туристам из республики. Ведь там остаются порядка 900 граждан. Посмотрите, нам нужно, во-первых, чтобы прямая связь, как-то люди там, но мало ли у кого какая-то такая, знаете, экстраординарная ситуация. Мы, помню, во время ковида и деньгами помогали, вытаскивали, и решали какие-то вопросы организационные. Еще раз говорю, самое главное, чтобы не получилось там семья какая-то, бывает без денег, карточка заблокирована, еще что-то. Такая непростая эта история. Давайте вытаскивать по возможности. Тем людям, у которых есть проблемы с продлением проживания, рекомендуют обратиться в ситуационный центр, либо к представителю Башкортостана при торгпредстве России в Арабских Эмиратах. Ситуационный центр работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Специалисты принимают звонки от наших соотечественников, которые не могут вернуться на родину. Со 2 марта поступило более 40 обращений, которые содержат информацию о сотне путешественниках. Обращения принимаем также у тех, у кого, например, со здоровьем, если какие-то проблемы, потому что бывает, что не могут решить на месте, если есть проблемы с туроператором, если они на связь не выходят вот в таких случаях, или не могут, например, найти нашего представителя Республики Башкортостан от торгового представительства Российской Федерации. Всего по дипломатическим каналам связи, а также в колл-центр поступило около 300 обращений. Многие путешественники возвращаются домой из Арабских Эмиратов, пользуясь перелетами через Москву, Казань и Екатеринбург. Уже оттуда можно взять билеты до Уфы, правда, за свой счет. Место в Уфе. Только что прилетели, но прилетели мы из Казани. Так как вчера на свой страх и риск мы поехали в аэропорт Дубая, и нам, к счастью, обменяли наши билеты на рейс Дубай-Казань. Вылетели мы с опозданием очень поздно, так как за 10 минут до нашей посадки воздушное пространство закрыло Абу-Даби. Снова началась атака и работа системы ПВО. Тем, у кого запланирована поездка в ближайшее время, эксперты советуют не отменять их самим, поскольку клиентам придется заплатить штраф, который может составить и полную стоимость пакета. Компании предлагают альтернативные варианты. Чаще всего уфимцы выбирают перенос средств на новый тур. Потому что многие люди планируют свои отпуска, им не хочется оставаться без отдыха, и поэтому в основном мы перебронируем на новое направление. Перенос денежных средств на новый тур в какую-то открытую страну, перенос дат тура, сохранение денежных средств на депозите у туроператоров. А тем путешественникам, кто еще остается в ближневосточном регионе, советуют воздержаться от дальних поездок, держать наготове необходимые вещи, продукты и иметь заряженные телефоны при себе. Даниил Байков, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Начало года выдалось богатым на открытие. Речь не только о поликлиниках, которые с завидной регулярностью появляются в том или ином уголке республики, но и образовательных учреждениях. Сначала в Уфе, а затем и в Абзелиловском районе. В селе Аскарово распахнула двери новая школа. Ее построили по нацпроекту «Демография». Она стала 12-й полилингвальной в республике. Учреждение назвали «Хазина», что в переводе с башкирского означает «сокровище». Моя коллега Алия Ильтубаева побывала на открытии, расскажет, что же такого ценного в новой школе. Еще недавно детишкам из микрорайона Восточный, чтобы попасть на уроки, приходилось добираться до переполненной гимназии через все село. А теперь для них распахнула двери новая школа, уже в шаговой доступности. Я учился до этого в гимназии. Мне кажется, что в новой школе немного получше. Мне больше всего нравится наш класс, актовый зал и столовая. Можно сказать, все такое современное.
Оснащение кабинетов оценили и учителя, которым есть с чем сравнить. Экраны появились, мультимедиа, проектор, принтер, компьютер. Это для нас это тоже очень хорошо, так как при работе, как учитель, мы постоянно же работаем бумагами. Это мой родной башкирский язык. Я мечтаю, хочу, чтобы наши дети всегда любили свой родной язык, говорили, и наш язык всегда оставался и не забывался. Новое образовательное учреждение поможет решить многолетнюю проблему. Существующие в райцентре школы и гимназия переполнены. В каждой училось едва ли не вдвое больше детей от проектной мощности. Теперь свыше 600 учеников возьмет на себя Хазина. Эти дети спокойно могут теперь в шаговой доступности дойти до школы, поучиться, уйти домой и прийти обратно на уже внеурочную деятельность. А до этого им необходимо было выезжать на маршрутке или же подвозили родителей. Открывая новый объект, глава республики поздравил школьников и пожелал успехов в учебе. Начинайте работу, пусть школа процветает, детям нашим хорошей учебы, учителям крепкого здоровья. Я сегодня хочу всех учителей, конечно, в школе поблагодарить за их труд. Спасибо вам большое. Конечно, большое спасибо строителям, подрядчику. Спасибо. Не просто нам эта школа далась. Значит, Артем Васильевич, спасибо министерству. Все-таки сопровождали все это строительство. Хороший объект получился. Люди ждали его достаточно долго. Поэтому, надеюсь, из этой школы выйдут самые-самые талантливые люди нашей страны. Хазина – это целый образовательный комплекс. И еще в сентябре при нем открылся детский сад с ясельной группой, который сегодня посещают более 170 малышей. Село Аскарово у нас с каждым годом растет. Естественно, и детский сад. В детском саду мы, конечно же, нуждаемся. У нас есть компенсирующая группа. Там у нас дети с ограниченной возможностью, дети воспитываются. В этой группе работают дефектологи, логопеды, психологи и, конечно же, воспитатели. Из уютных групп малыши плавно перейдут в мир больших открытий. Создали все условия. При учреждении заработала школа искусств с просторными хореографическим и музыкальным залами, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. В оборудованных кабинетах технологии мальчиков приучают к труду, а девочек – к домоводству. Главная гордость Хазины – языки. 4 лингофонных кабинета. Таких нет ни в одной школе района. В профессиональных наушниках ребята учатся воспринимать информацию на иностранных языках правильно и без ошибок, и воспроизводить ее. Здесь углубленно изучают башкирский и английский. В планах арабский и китайский. В районе уже есть будущие преподаватели, которые готовы дать знания детям. Проект республиканского уровня. Первые полилингвальные школы открылись в 2019 году в Уфе. Сегодня они успешно работают в Баймакском, Мишкинском, Учелинском, Татышлинском, Хайбулинском районах, Нефтекамске, Стерлитамаке и Сибае. Для педагогов предусмотрели стимулирующие надбавки, а лучшие практики быстро распространились по региону. К 2030 году количество таких учреждений должно вырасти до 16. Новые школы появятся в Ишимбае, Аскинском и Белорецком районах. Наш президент Владимир Путин, глава республики Радик Фаридович Хабиров старается выполнить свои социальные обязательства, старается вложить. Самое главное – это наше будущее, а будущее – это наше образование и здравоохранение. С начала года это уже второй образовательный объект, который открыли в республике. В непростых условиях правительству удалось возвести и самую большую школу в ПФО на 2200 мест в Уфимском Кузнецовском затоне. В новом здании 96 кабинетов, 4 спортзала и не только. На базе учреждения создали профильные медицинские и предпринимательские классы, а также пространство профессий будущего. К новому учебному году откроется ресурсный класс для первоклассников с расстройством аутистического спектра. Мне здесь нравится еще, что здесь парты такие не деревянные, и у меня постоянно там могла одежда как-то зацепиться. Сейчас у меня вообще не зацепляются, такие парты гладенькие, красивенькие. До этого я учился в 160-м лицее, туда приходилось добираться долго. Эта школа находится относительно рядом. Классы здесь большие, школа тоже большая, мне здесь нравится. Сразу есть хороший настрой учиться. Раньше учился на 4, но сейчас могу и на 5. Полным ходом идет строительство и по другим нацпроектам. В столице появится республиканский математический лицей-интернат на 360 мест с возможностью проживания 250 человек. Комплекс будет состоять из 5 блоков. Монолитных работ много, отделочных будет много, инженерных коммуникаций много. На данный момент работает 25 человек, будем еще прибавлять.
Срок сдачи декабрь 2027 года. Помимо этого, вторую жизнь дают уже существующим школам. До конца года 41 учреждение заработает после капремонта. Башкортостан вошел в пятерку лидеров в стране по завершению работ к началу учебного года. Все это влияет на повышение качества образования. В прошлом году 159 выпускников набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Впервые были 300-бальники. Регион и здесь задал планку, показав: инвестиции в качественное образование сегодня – это новые победы и открытия завтра. Алия Альтубаева, Шамиль Каримов. Итоги недели. На неделе в Чишминском районе начал свою работу завод детского диетического питания мощностью 850 тонн продукции в месяц. Предприятие включает кондитерское производство, линии по выпуску консервов, заморозки и национальной выпечки. Ради Хабиров посетил комбинат, который будет кормить подрастающее поколение. Кроме того, прошел форум, объединивший региональных операторов питания от диетического до особенного. Каким сейчас стал школьный рацион в республике, расскажет Динар Тимасханова. Это домашние и овсяные. Овсяные делаем с крошкой, шоколадной крошкой, с ягодами. Аромат и вкус знакомы каждому с детства. Овсяное печенье здесь выпекают по классическому рецепту, которому не один десяток лет. А вот оборудование в цехах самое современное. Никакой химии, только натуральные продукты. Такова философия модернизированного завода детского и диетического питания. В 2020-м его обновление вложили больше 130 миллионов рублей, а в прошлом году расширили производственные площади. Сегодня мы запустили 4 цеха. Мы можем и будем выпускать 90 тонн кондитерских изделий, до 300 тонн это у нас мучные полуфабрикаты, и до 400-500 тонн это будут уже овощные полуфабрикаты, мясные полуфабрикаты. В регионе создано 14 собственных площадок по выпуску полуфабрикатов и выпечки, помимо производства в Чишминском районе. Главе Башкортостана показали не только кондитерское производство, но и линии по выпуску консервов, заморозки и национальной выпечки. Ради Хабиров отметил в вопросе питания детей. Республика стабилизировалась. Это такая очень чувствительная, очень важная история. И мы так довольно жестко ее начинали. У нас много было войн всяческих. Сейчас мы стабилизировали все. Крупные игроки, сильные игроки. Вот, наладили очень жесткую систему контроля, создали целое учреждение, которое этим только занимается. Родители, мне кажется, нам удалось сделать нашими союзниками в плане контроля этой истории, потому что мы сильно реагируем на жалобы. Ну, слушайте, 25 год, представьте, мы кормим, значит, 700 детей, 46 жалоб. 700 тысяч детей, 46 жалоб было. Ну, что это такое? Это ни о чем. А вот, если не говорить о вале того, что было раньше. И этот контроль начинается на этапе производства, вплоть до тарелки на столе. Система выстроена в современном ключе. Меню с фотографиями блюд публикуют на сайтах школ, доступ по QR-коду. Родительские отзывы моментально улетают на дашборд Центра управления республикой. Эксперты отмечают, после такого цифрового надзора жалоб стало меньше. То есть у нас есть определенный чек-лист разработанный, по которому, соответственно, и происходит мониторинг. Ну, в целом, что могу сказать, ситуация у нас в республике за последние 3 года очень сильно улучшилась в части питания, и у родителей возникает все меньше и меньше вопросов. Все вопросы и возможные пути их решения обсуждали на Республиканском форуме операторов питания. С 2023 года в регионе действуют единые требования к соцпитанию, а качество в полях мониторит специальные учреждения – Управление социального питания, совершая до 700 выездных проверок в год в школах и больницах. Ребенок находится в школе достаточно большое время, и питание – это один из важнейших факторов того, что мы можем сделать следующее поколение здоровым. Оно у нас, в общем-то, много проблем возникает их со здоровьем и так далее. Поэтому вот тот, кто занимается общественным питанием, на мой взгляд, это люди не просто какая-то часть экономики, хотя это важная часть экономики, это целая миссия. Такое направление, как детское питание сегодня, целая индустрия с собственной инфраструктурой, при этом с человеческим подходом. Для родителей было важно, чтобы дети не только получали с едой белки, жиры и углеводы, но и оздоравливались.
В 2020 году родители детей, страдающих фенилкетонурией и диабетом, обратились к руководству республики с просьбой разработать специализированное меню. За основу взяли домашние рецепты. Согласовали это меню с Роспотребнадзором и Минздравом. Благодаря такой работе Башкортостан стал первым регионом в России, где разработали особенное меню для детей. На выставке в Конгресс-холле представили разные виды меню для детей с особенностями здоровья, в том числе для тех, кто страдает диабетом. Здесь и меню с национальным колоритом. Так в Сибае детям проводят мастер-классы по приготовлению этнических блюд. 2026 год объявлен год большой дружной семьи. В нашей республике проживает множество наций. И мы проводим мастер-классы, где хотим детей обучить, показать им то, что есть национальная кухня разных наций. Детям очень нравится, они с большим удовольствием вступают в мастер-класс. Им, особенно девочки, конечно, в старших классах, им очень это нравится. Форум по питанию – это возможность не только презентовать свое учреждение, пообщаться с коллегами, но также, к примеру, попробовать КСТБ из рук чемпиона мира по джиу-джитсу. Причем начинки у лепешки могут быть, как оказалось, разные. И это еще один показатель того, каким гибким можно сделать любое меню. Я люблю готовить. Я не умею готовить много вещей, но несколько вещей я готовлю очень хорошо. И если приготовление КСТБ от звезды – это разовая акция, то вот натуральные овсяные печенья станут частью ежедневного меню для детей. Ведь питание – это не только способ накормить, но и сделать здоровым будущее поколение. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Башкортостан перевыполнил план по строительству объектов придорожного сервиса более чем на 20%. Об этом стало известно на оперативном совещании с главой республики. Так, в прошлом году в эксплуатацию ввели 173 новых объекта. Еще 174 были модернизированы. Причем работа на этом не заканчивается. Сейчас совместно с муниципалитетами ведется активная деятельность по привлечению инвесторов в курируемую сферу. Анна Морозова продолжит. Мойка машины для каждого автолюбителя. Ритуал регулярный и зачастую не самый приятный. Просто так во дворе транспорт качественно не очистишь. А вот в специализированных организациях то цены кусаются, то не устраивает работа персонала. То ли дело самообслуживания, говорит житель Иглино Александр Щепин. Такая мойка в его родном селе открылась совсем недавно. Удобное местоположение, очередей практически нет. Удобно, что работает 24/7, круглые сутки, в любое время можно помыться. Очень удобно, чисто, тепло, светло. Очень даже недорого, за 250-300 рублей можно очень даже хорошо помыть машину. Очень даже удобно, что на этих аппаратах работает бонусная программа. Причем автомойка это не простая, а умная. Благодаря системному обеспечению весь процесс контролируется, в том числе забор, очистка и сброс воды. Идея строительства объекта возникла еще в 2023 году, рассказывает предприниматель Рауль Хисамуддинов. Поначалу с этой идеей он обратился в местную администрацию, а затем предложил на республиканском инвестчасе. Ради Фаритович Хабиров нас тоже поддержал. Мы с помощью Министерства торговли и Министерства земельно-имущественных отношений сформировали участок, получили его без торгов. Это является огромной поддержкой для предпринимателей. И тем самым с такой поддержкой от администрации мы реализовали данный проект. Перспективу развития придорожного сервиса обсудили на оперативном совещании. В прошлом году Башкортостан превзошел плановые показатели более чем на 20%. В эксплуатацию ввели 173 новых объекта. Еще столько же были модернизированы. Общий объем инвестиций составил порядка 2,5 миллиардов рублей. Я сам за рулем езжу, сам чувствую, что появляется. Они как-то где-то модернизацию делают, где-то появляются новые. Есть еще чем заниматься. И точно говорю, что уже, по крайней мере, для автотуризма, для путешествий, для поездок более-менее комфортные условия. На сегодня в республике вдоль автодорог общего пользования размещено свыше 2000 предприятий придорожного сервиса. Как отмечают эксперты, при их строительстве важно понимать, где и какие именно объекты действительно необходимы. К
примеру, строить большой гостиничный комплекс на дороге местного значения не имеет никакого смысла. Чисто такая услуга, придорожный сервис, который формируется спросом. И я говорю, уже опыт определенный в 90-х, в 2000-х годах был, когда он стихийно развивался. В сторону Челябинска можно было ехать, каждый километр кафе были. Сейчас они куда-то ушли, делись по одной простой причине, потому что пришли сетевые заправки, оттянули на себя трафик, и народ переформатировал определенные свои привычки, стал меньше там останавливаться, меньше кушать. Стоит отметить, что для дальнейшего развития придорожного сервиса в регионе созданы все условия. Так, благодаря республиканским мерам поддержки, земельные участки в аренду можно получить без проведения торгов. Действуют налоговые преференции. Кроме того, осуществляется полное сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проектов и выстроено эффективное межведомственное взаимодействие. Работа по привлечению инвесторов ведется активно и системно. На сегодняшний день инвесторы готовы вложить порядка 7 миллиардов рублей. В реализацию более чем 70 инициатив. Из них 54 проекта с общим объемом инвестиций 6 миллионов рублей и уже включены в перечень приоритетных. Только в 2025 году 4 проекта получили статус приоритетных инвестиционных проектов республики. На сегодня уже заключены 37 соглашений о защите и поощрении инвестиций на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей и 4 соглашения на сумму более 900 миллионов. Анна Морозова и Анна Свалиулин. Итоги недели. Бал маленьких принцесс в Уфе собрал детей со всей республики. Ради Хабиров посетил ежегодное благотворительное мероприятие для девочек с ограниченными возможностями здоровья. Всего на праздник приехали более 200 принцесс со всего региона. Юных участниц праздника встречали волонтеры, а также аниматоры в образах сказочных персонажей. Для девочек подготовили творческие площадки, фотозоны, праздничную программу и музыкальный спектакль. Перед началом представления Ради Хабиров поприветствовал детей и их родителей и поздравил с Международным женским днем. Подробности у Анастасии Чебаевой. Азаль, ты какую любишь прическу? Вот так, круглую. Завиточки любишь? Да. Хорошо, мы сейчас тебе сделаем завиточки. Профессиональные стилисты воплощают все их желания. Все для этих маленьких дам. Кавалеры в красивых мундирах готовы в любой момент поддержать и подать руку. И даже лестница в этот день не проблема. А у каждой красавицы обязательные атрибуты. Мне подарили браслетик, корону. Я танцевала. Я сегодня принцесса. А принцессы они какие? Они крутые. И каждая из этих отважных девочек ежедневно это доказывает. Но на время можно забыть о трудностях и просто насладиться сказкой. Это возможность вырваться из рутины не только для детей, но и для их мам, которые вместе с ними проходят этот непростой путь. Она не обнимает, целует, сильно говорит, что я люблю тебя. А ты что отвечаешь ей? Я маме говорю, что я ее сильно-сильно крепко люблю. Улыбки кругом, да? Любим. Счастье детей видишь, когда в глазах, то и сам расцветаешь, конечно же. Да? Да. Маленьких принцесс и их мам с предстоящим Международным женским днем поздравил глава республики Ради Хабиров. Всем девочкам и принцессам я еще хочу сказать, знаете что? Что вы не просто красивые, но вы еще очень сильные. Вы очень талантливые. Я сегодня хочу особые слова благодарности сказать мамам. Огромный труд вы несете, огромный труд. Это все непросто, мы это все понимаем. И мы всегда будем на вашей стороне, всегда будем рядом, всегда будем поддерживать и защищать. К поздравлению присоединилась и Карине Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья», под патронажем которого и проходит праздник. Бал маленьких принцесс – это история, которая длится вот уже 8 лет. Для каждого ребенка важно, чтобы он почувствовал, что он любим, что он ценен, что он важен и что он достоин самых светлых моментов этой жизни. Но родителям прежде всего хочется выразить слова благодарности, потому что сегодня то, что мы видим и то, чем мы восхищаемся, как эти девочки могут радоваться, как эти девочки могут смеяться, как они могут мечтать и как они могут сиять, это все благодаря их родителям, которые с ними каждый день и которые каждый день совершают такой маленький подвиг, который преисполнен любовью.
И очень важно поддержать их на этом пути. Башкортостан – один из регионов-лидеров по формированию комплексной системы поддержки. Не так давно начал свою работу детский реабилитационный комплекс «Салют». И за прошлый год помощь здесь получили около 7 тысяч детей. А если считать и филиалы в муниципалитетах, то это почти 17 тысяч мальчиков и девочек. Также по инициативе главы республики в Башкортостане действуют сертификаты на реабилитацию. Родители сами решают, в каком центре или медорганизации его использовать. И здесь нужно отметить, что Башкортостан является одним из немногих субъектов, где вот эта помощь, она оказывается на системной основе проведения бала маленьких принцесс. Это лишь один из примеров той помощи, которая оказывается помимо, конечно же, какой-то материальной. Вообще в целом ведется учет их потребностей. Бал – это еще не завершение, а только начало. Сразу после просмотра музыкального спектакля «Летучий корабль». И многие мамы признаются, не то что дети, даже они впервые выбрались в театр. Бал маленьких принцесс оказался тем случаем, когда некоторые были даже рады, что ожидания и реальность не совпали. Мама мне показала видео, там с другими, я думаю, обычный праздник. А оказалось такое классное мероприятие. Бал маленьких принцесс. Потом еще как настоящую принцессу вели за ручку. Спасибо всем большое, что устроили такой праздник очень хороший. Мы фоткались на фотозоне, очень красивые фотозоны. Спектакль очень был красивый, все такое вообще красивое, все очень понравилось. Конечно, было важно выбраться с повседневной рутины на такое масштабное мероприятие. И, соответственно, когда именно мероприятие проводится на таком уровне, и ребенок себя, правда, чувствует принцессой. Жизнь семьи, где есть ребенок с ограниченной возможностью здоровья, это совсем другая жизнь. Ее надо понимать, умом понимать, душой, конечно, прежде всего. Потому что многие ограничения. Там, где девочки, мальчики бегают, прыгают, они не могут. Там, где они на утреннике, на празднике, они тоже не могут. И вот мы вот эту вот как раз невозможность пытаемся преодолеть, потому что они тоже девочки. Несмотря на то, что болеют. Кто-то не говорит, кто-то не слышит, кто-то не видит, кто-то колясочник и так далее. Тут все вот есть. И мы, на мой взгляд, взрослые, старшие, должны сделать вот такое чудо-сказку. И я считаю, что это одна из самых добрых традиций. И этот праздник не состоялся, если бы вокруг него не объединилось большое количество людей, благотворители, волонтеры, представители власти. Стараемся ежегодно на традиционной основе поддерживать. Уже, наверное, более 5 лет. И видеть эту радость детскую, это большого стоит. Многие родители приехали, которые из дальних районов приехали заранее. Они размещались у нас в санатории «Зеленая роща», они отдохнули. Вот, хотя пускай это будет один день. С ними поработали наши психологи, проводились мастер-классы, различные тренинги. То есть это вот такая системная работа не только для особенного ребенка, а для самой даже мамы. А для двух малышек этот день стал двойным праздником. Кира отмечает свой 10-летний юбилей, а Дания перешагнула рубеж в 9 лет. С днем рождения. Откуда такие красивые девочки? Вообще, а волосы как? Подарки из рук главы республики получили и другие юные красавицы. Уже в фойе театра Ради Хабиров вместе с супругой вручали подарочные рюкзаки. Внутри, как рассказали нам по секрету их обладательницы, наборы для девочек. Но даже не подарками запомнится для них этот день, а яркими моментами, которые останутся на всю жизнь. Бал маленьких принцесс – это история, которую они будут вспоминать, даже будучи взрослыми. А многие, как уже потом рассказали мамы, корону не захотели снять даже на ночь. Но принцессам можно простить их капризы. Анастасия Ильчубаева, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. На этом выпуск завершен. Мне остается только присоединиться к тем поздравлениям, которые уже прозвучали с Международным женским днем. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, увидимся в следующих выпусках новостей. До встречи.